Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась делать вареники. Вареники с картошкой и с луком. Начинаем. У меня здесь уже картошка готовая уже, горячая уже. Вот. Сейчас будем резать лук и будем обжаривать. Пока, друзья, Маша занимается луком для начинки для наших вареников, поздороваюсь я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. У нас сегодня такие вареники, более такой максимально приближенный к постному варианту. Постные вареники. Конечно же, все сделаем как типа постные. А кушать потом уже вариант. Можете с растительным маслом, таким с ароматным покушать, а можете со сметаной, да, со сливочным маслом покушать. Это уже как вариант. Лук Маша нарезала такие на очень-очень мелкие кубики, а потом еще вот так еще режет. Почти шинкует так. Очень-очень так меленько получается. Картошка у нас там уже отваренная. И вот этот лук надо пожарить. Там вдалеке, надеюсь, видно, там Маша жарит лук. Будет жарить лук это. И пока лук этот будет обжариваться, думаю, Маша будет и начинку. Вот этой давилкой, наверное, давить будет. Не ошибся говорить. Да, не ошибся. Половину будем класть пюрешку. Пока картошка горячая, мы вот, как правильно сказать, Мнем. Да, картошку, соль добавляем по вкусу. Делаем пюрешку, но сюда я ничего не буду добавлять. Вот только лук с маслом сюда положим и все. Имеется в виду лук, обжаренный на растительном масле. Да. Все так любят, с жареным луком делают. Можно, конечно, и с грибами, но мы будем делать только... А с грибами ведь тоже лук, наверное, тоже кладут. Лук, да, он, всякое добавляют. лук он идет почти во все блюда. Именно вот я не люблю, когда он не жареный. Жареный он горечь уходит. Сейчас пока подождем, когда лук обжарится. Лук у нас стал золотистого цвета. Немножко подрумянился. Можно сказать, что у нас лук готов. Как уже сказала Маша, половину. Остальное там идет, останется, чтобы покушать. Не лук покушать, а вместе с варениками покушать. Тоже. Сюда вот 2 луковицы, или сколько там Маша нарезала, да. 1 луковица, получается, идет на вот такое количество пюре. Начинка самая простая тоже. Картошка с жареным луком. Вы можете добавлять начинку в картошку тоже. И грибы можно положить сюда, немножко. Сюда даже ничего и не надо. Вон какая мягкая картошка. Без разбавления. Конечно, там если разбавить, потом уже жидкая будет, слишком жидкая вон будет. Какая картошка. Ничего не надо разбавлять. Еще насчет начинки можно огурцы даже соленые сюда нарезать немножко. Отжать от воды и тоже добавить, тоже будет. Как постный вариант тоже. Пельмени без мяса. Пельмени без мяса. Вот. Так. Это отодвинем в сторонку. Это надо, чтобы вот эта пюрешка, чтобы остыла.
Да, потом начнем сейчас делать мы тесто. Ну да, между тем, конечно же, без теста-то с варениками ни туда, ни сюда. У меня здесь 200 миллилитров воды, теплой воды. Сюда кладем соль. Чайную ложку примерно, друзья. Или пол. Ложу масло растительное, 2 столовые ложки. Кладем муку. У меня здесь 400 грамм муки. Немножко размешаю и Постепенно будешь добавлять, да? остальное добавлю, да. Ну, как заметили, что тесто тоже стараемся делать постным. Потому что нам очень понравилось тесто на кефире. Помните, мы пробовали на пельмени. Ну и на вареники тоже это замечательно пойдет. И мы сейчас готовим, если бы не постный вариант, то обязательно бы на кефире это тесто приготовили. Тем более для вареников. Но так как начался пост и не получается, конечно, у нас соблюдать этот пост, но все же по мере возможностей вот в этих блюдах можно же, вот, например, пользоваться, готовить тесто, например, без куриного яйца, без сливочного масла. Тоже получится и будет неплохой вариант. И, как говорится, постное блюдо получится. Мешаю руками. Вода теплая, тесто такое тоже теплое. А вот вся мука уйдет, интересно или нет? Потому что мука, друзья, вот некоторые пишут, например, столько-то грамм муки. Вот, например, 400 грамм, да ведь? Или там 500, ровно написали. А потом, вот так напишешь, например, мы израсходовали столько-то муки. На шанги там или еще на хлеб. И они говорят, вот у нас не получилось. Но потому что дело в том, что мука, такое свойство муки, что она разная, да ведь? Разная. Разная дает разную густоту, что ли, или как правильно сказать. Хозяйки, наверное, меня поняли. Да. Разные консистенции бывает. Одна мука делаешь как бы густая, а потом постоит и станет очень жидкой. Да. да. Опять нужно добавить муку. Есть такие тоже, да. Примерно это все плюс-минус. Вот Маша сказала 400 грамм. Вы, друзья, смотрите по состоянию теста. Плюс-минус. Тесто должно быть эластичным, таким, ну, не прилипающим к рукам. Или в меру прилипающим. Вот пока Маша месит это тесто. Ну вот у нас тесто готовое. Здесь, конечно, не полностью 400 грамм. Но видите, как уже муки говорили, ушло. да, осталось грамм, Ну, наверное, 50. 350, где-то как-то вот так мука. Так, это тесто у нас готовое. Сейчас укладываем в пакет. И пусть немножко у нас это тесто минут 30 постоит в сторонке. Потом дальше уже будем все как по стандарту лепить наши пельмени. Пельмени без мяса, вот так скажем. Пельмени без мяса. Нормально, да? Вареники. Ну да, естественно, С лучком, вареники. с картошкой. Да. У нас постный вариант. Маша говорит, я, говорит, буду со сметаной есть. Это уже не постный вариант. Но я хочу, от начала до конца постный вариант. Хочу с растительным маслом, с ароматным маслом. Есть дома? Есть. Ну вот, с ароматным маслом я немножко покушаю. Вот так. Вытаскиваем тесто наше. Полчаса, друзья, прошло. Так. Вот такое тесто мягкое. Разделим наше тесто на 2 части. Такую сторонку. А это будем раскатывать.
Тесто не липнет к рукам. Такое эластичное. Хорошее тесто получилось. Немножко припилим стол. И раскатаем тесто. Делаем такие колечки. Где-то у нас сантиметров 6. Не очень крупные вареники получаются. Крупные, конечно же, лучше бы крупные. Остатки это убираем. Ну и лепим, друзья, вареники наши. Ну, дело не хитрое, мы никаких узоров не делаем, просто вот залепляем края и все. Самый быстрый вариант, но этот на вкус-то никак не влияет, что есть там узор на краях или нет. Ну да, конечно, с узорами красивше бы выглядело, но все по-простому. Ну сколько тут у нас получилось наших вареничков? Тут 25, да тут 11, получается, что 36 штук. Что там осталось начинки? Начинка осталась очень много еще. Ну, Маша, расскажи, что ты будешь с остатком начинки делать? Ну просто не покажем, а расскажем, что будем делать. Я сделаю картофельные котлеты. Сюда еще добавлю я яйца сырые. И сделаю формы котлет, панирую их и буду жарить на сковороде. Это тоже очень вкусное блюдо получается. Вот так. Значит, на такую порцию берите чуть-чуть, друзья, меньше картошки. Ну, мы картошку и не меряли. Картошку никогда не меряли. Я просто сказала, что если останется, это у нас не выкидывается, мы все равно скушаем, сделаем. Вот я хочу сделать вот еще такое блюдо еще хочу сделать. Это у нас делаем так. Раньше, я когда работала в садике, делали картофельные котлеты. Вот так же попробую сделать картофельные котлеты. Ну, у нас сегодня, друзья, вареники, так что на котлеты не будем картофельные отвлекаться. Дальше варим. Что у нас там уже? Я воду уже поставила. Ждем, греется вода, закипит и будем варить наши вареники. Буквально, ну, там минуту 5. Все. И будем угощаться. Так, воду обязательно, друзья, подсаливаем. Можно лаврушку сюда. Как вода, друзья, закипит, ну, минуты 2-3, но не больше. Лаврушечка. Ну и пусть готовится. Да. Ну, буквально там как закипит, я же говорю, что минуты 2-3 и все. Ну, смотрите, уже почти готовые. Сейчас будем доставать уже потом. Красавцы наши. Ох, Маша, вкусно же, да? Угу. Будем кушать. Я со сметаной. Нельзя. Готово, да? Готово, смотрите. Ух, какая прелесть, друзья. Вот это да. Вот это вкуснота.
Видите, как вкусно. О, ароматненько. Горячо. Ничего не лопнуло нигде. Видите еще. Ничего там, что там. Простенькие вареньи такие должны быть. И пока, видите, пар идет с пылу с жару, сюда добавим наш лук. Смотрите, лук-то остался, да? И перемешаем это все дело. Можно, конечно, потрясти, но у нас мисочка такая маленькая, да. О, друзья. И с одной тарелки мы будем кушать, как в старые добрые времена. Да, Мария Олеговна? Просто прелесть. Аромат. Ну что, покушаем, друзья. Вкусненьких вареников. Ну, Маша, что-то вот она со сметаной, конечно, будет. Она и сказала прямо, говорит, я буду со сметаной. Ну как? Где оценка-то наша? Конечно, вареники не могут быть невкусными. Хоть и постные вареники, ну, со сметаной они уже не постные получаются, а я буду постный вариант все-таки кушать. Чувствует. Так что свои вареники все равно вкусные. Домашние. Ну, домашние вареники, как они могут быть невкусные? Такая красота, золотистый лук такой придал, еще более красивый цвет вареника. Вообще четко. А что, ты меня хочешь сразу угостить, да? Ну и я, друзья. Жару. Вкуснее. Да? С жару, говорит Маша. Ну и я попробую, но я постный вариант попробую, чисто постный. Лук попался, хрустит немножко. Вкусно. Такие нежные теста. Вообще, видишь, друзья, ни один вареник не развалился. Аппетитные, вкусные. Ой, вообще. Я один покушал, и это самое. Еще хочу. Сразу вдогонку, на второй глаз. Вообще супер. Вот такие. Не, постный вариант, друзья, тоже очень хороший. Куда-то Маша ушла. Кормить може. Ну, горячий. Ой. Ну, очень просто, очень быстро, очень легко делается. Я не могу разговаривать, у меня полный рот этого вареника. Вкуснятище такое. Вообще, супер. Можно и с маслом, и со сметаной. На дворе пост. Ешьте Ну так. да. Ешьте так, ничем не хуже. Ну вот что вот, ну сметаной. Конечно, сметана, ну тоже как бы вариант, постный вариант, очень даже ничего. Очень Но даже мяса ничего. же нету. Как бы здесь... Мяса-то нету. Ну. Я говорю, сметана-то она тоже не постная. Так. А сами вареники, чисто постный вариант. Пожалуйста, делайте, друзья, и угощайтесь. Ну вот, немножко мы показали, друзья, как мы делаем вареники. Вернее, как Маша делает вареники. Я-то болтал, сижу. Просто показали. Учить не собираемся никого. Как мы просто делаем. Никаких узоров не делаем на краешках. Конечно, с узорами очень красивее получается. Красивше. Может быть. Но то, что без узоров, никак не влияет на вкус. Так ведь, Маша, да? И еще то, что тесто мы здесь, вот в этом варианте, выбрали именно постное тесто. А так бы, конечно же, мы делали тесто на кефире. В обычное не пост, конечно же, выбираем тесто на кефире. Это самый лучший вариант, нам понравился и для пельменей, и для вареников. Это видео вы можете тоже посмотреть, где мы делали пельмени, пробовали пельмени на кефире. Мы первый раз тогда пробовали, и нам очень понравился.
И теперь только делаем так. Это постный вариант тоже имеет место быть. Многие люди, кстати, по возможности постятся. Из новенького что? Да, весна у нас, друзья. Настоящая весна. С капелью. Прям капель не просто капель, а прям вот ручьем идет. Маша поснимала. Смотрите, как все капает, течет, все тает. Очень много луж во дворе. Снега еще много, и вот резкое потепление это дало знать. На данный момент, конечно, немножко уже обратно похолодало, там минусовая температура, но все-таки весна пришла по нашим меркам, по северным меркам, пораньше чуть-чуть. Обычно в середине марта такого не бывает еще. Настоящая весна к нам приходит ближе к концу марта, в начале апреля, вот так. И всегда у нас на севере считался март для рабочих в лесу ударным месяцем, то есть днем солнце, а по ночам очень такие морозы бывают. И еще что хотим сказать, что вот цветок, который звезда кавалериста, гипераструм, или как он называется, снова не подвел, не обманул, что весна началась, ну, можно сказать, ранняя или по календарю. То есть по календарю это получается для севера ранее. И снова же этот цветок не обманул. Он в этом году расцвел как на 8 марта как раз. А прошлый год, Маша, он как цвел? В прошлом году где-то в конце марта уже праздники уже прошли, где-то после 20-го было. Да. Тогда вот только начал 20-го. И, в этом году. И весна была тогда затяжная, и даже в начале июня еще падал снег, такая холодная погода была. Вот. Цветок приблизительно 90% предсказывает нормально пока. Вот. Еще что у нас нового? У нас нового-то с дровами закончили колоть, пилить, колоть закончили. Вот столько дров, очень много их. Чуть-чуть, наверное, перезакупил. Маша вон улыбается, что очень много. Ну, я согласен, что много. Маша, они не колбаса, они не испортятся. Все будет нормально на следующий год. И еще на следующий год поменьше закупим, и все будет хорошо. С этим тоже порядка. Про рассаду сказать нечего, потому что рассады еще нет. У нас два таких подхода к этой рассаде. Маша все-таки, она считает, что рассаду сажать нужно поздно. Я считаю, что рано, уже надо сажать, чтобы уже рассада она выросла. Но Маша считает так, и мне приходится считаться с Машей. Но каждый год же, друзья, вы видите, у нас есть свои помидоры, свои огурцы и все такое. Без проблем с этим. И значит, Маша все делает правильно. Она очень поздно сажает. Почему? Вот ты скажи, почему сажаешь поздно? Потому что помидоры все равно, когда вот в прошлом году, как выносили в июне, и позапрошлом тоже так же в июне выносишь помидоры, у нас начинаются холода, ветер северный, помидоры сразу уже цвет вообще меняется, там бордовый цвет получается. Позапрошлом году я еще сам говорила от этих что-нибудь вырастет, не вырастет. Вот, а в прошлом году пришлось укрывать. Я вам, наверное, в прошлом году показывала, что опять также холода были, пришлось все укрывать. На вечер, даже днем даже не открывала. Вот, потому что холодно. И все равно, когда погода холодная, все равно ничего не растет, а все стоит. Угу. Вот. Болеют потом тогда, да? Так что, наверное, торопиться некуда все равно. Ну вот, я, конечно же, не согласен с Машей, но приходится мне соглашаться, и все равно выходит по Машиному. И нормально даже. И помидоры угощаемся, и огурцами угощаемся. В теплицах у кого, конечно, многие выносят в теплицу, но я же помидоры только вот на огороде.
Ну, это прошлый год только чисто на открытом грунте было, а так-то в теплицу ты тоже сажаешь Только черри сажала. черри сажаешь. Нормально. Ну, в этом году у меня отправляли мне семена помидоров очень много. Вот я и не знаю, куда ты будешь столько помидоров сажать. Помидоров сортов очень много. Весь огород Так засеем. что, да, посмотрим. Будем сажать вот эти помидоры. Те, которые, не знаю, как имя ее, Там очень много сортов. кто отправляла. Отправляла Татьяна, Вот, наша подписчица, отправляла посылочку с семенами. да, очень много семян. Это только помидоры, там 10 сортов, может даже больше. Больше! Больше там. Ну вот такие немножечко новости такие, что у нас, даже не новости, а все по старинке, как дело идет во дворе. На огороде пока копаться рано, там море снега еще. У меня, друзья, остывают вареники, надо быстренько покушать. Маша сейчас будет вторую партию варить и гостинец отнесет. Вот. Ну что, заканчиваем? Заканчиваем этот ролик. Всем говорим до свидания, до новых рассветов, друзья. И пускай всегда они будут добрыми. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А я буду дальше обедать. Время обеда как раз и буду обедать.